Пачалі калегію са знаёмства з баранавіцкім вопытам добраўпарадкавання наведалі вуліцу Прамысловую, дзе ў хуткім часе з'явіцца шматфункцыянальная спартыўна-гульнявая пляцоўка. Яе кошт 111 тысяч рублёў. З іх 58 тысяч сродкі мясцовага бюджэту, астатнія грант Еўрасаюза. На пляцоўцы зоны для гульні ў міні-футбол, валейбол, баскетбол з'явяцца тут і гімнастычныя турнікі. Само проведение таких мероприятий я считаю очень полезным, потому что это не только возможность для принимающей стороны где-то пересмотреть, посмотреть где-то на свои объекты со стороны, но и послушать здоровую критику со стороны своих коллег, и дать возможность им подсмотреть что-то лучшее, что-то хорошее, что есть у нас. У Барановичах сёлета на капрамонт жылога сектора ў гарадскім бюджэце прадугледжана 4 мільёны рублёў. Яшчэ 3 мільёны мэтавыя ад лічэння спажыўцоў. У гэтым доме па вуліцы Брэскай ідзе другі этап рамонту з мадэрнізацыяй. Падчас першага замянілі дах. Зараз мяняюць камунікацыі і вокны ў пад'ездах. При, конечно же, достаточном финансировании мы стараемся ликвидировать такие узкие места на доме при капитальном ремонте, как устройство шатровой крыши, потому что, по крайней мере, они для наших условий наиболее подходящие. Дорогое удовольствие, но, тем не менее, при наличии финансовых средств мы на это идем. Поэтому следующий шаг – это тепловая реабилитация, которая нам позволит также и фасады привести в такой более современный вид, более, скажем так, энергосберегающий вид. Актуальная проблема – рост запазычанасці за жыллёва-камунальныя паслугі. У пошуках вырашэння камунальнікі прапануюць даўжнікам розныя варианты. При необходимости готовим документы на списание пени при погашении основного долга. И опять же все-таки смотрим возможность человека оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Можно в счет погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги ее погасить вторичными материальными ресурсами. Для этого вся инфраструктура есть. И мы только это приветствуем, потому что этим самым выполняется задание, доведенное государственной программой «Комфортное жилье, благоприятная среда». Шляхі вырашэння гэтых і іншых праблем удзельнікі калегіі абмеркавалі падчас пленарнага пасяджэння. Алена Грамадская, Аліса Грыгарчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».